В этот раз организаторам действительно удалось удивить спортсменов. Медали, представленные в 3 классических номиналах – золото, серебро и бронзы, оформлены необычным способом, а именно в форме цветка лотоса. Он по задумке символизирует единение настоящего и прошлого, а также стремление к свершению новых побед. Медали менялись и развивались вместе с играми. Из медалей привычных классических форм выросли награды, отражающие историю и культуру мест проведения. С первых игр организаторы решили пойти по другому пути и изменить привычную форму. В 1996 году главный символ спортивных соревнований был вытянутой формы. Символом игр стал мальчик Берген. В нулевых появилась привычная эмблема «Дети Азии», которая и украсила награды. На первых зимних играх медаль отражала культуру Сахалина, где проводили соревнования. Дизайн медалей был основан тогда на элементах традиционных узоров коренных народов полуострова. Также представили форму участников игр, выполненную из технологичных материалов. У волонтеров она будет розовой, у переводчиков зеленой, а у судей желтой. Всего на играх работает 1000 волонтеров из разных регионов России и почти 600 человек из судейской коллегии. Я считаю, что все спортсмены, которые входят и уже вошли в составы сборных команд, они уже победители. Это дорогого стоит представлять свою страну, регион свой. Пожелаю им успехов, главное, самой бодрого настроения, чтобы они показали максимум, на что они способны, на что они готовились. Спортивные игры «Дети Азии» проходят во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. Якутию представляют 120 спортсменов. Самые большие по численности команды по борьбе, легкой атлетике, плаванию и мини-футболу. Всего же сборная будет состязаться в 18 видах спорта. Петр Васильев, Джулустан Иннокентьев, Владивосток.